Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, какие перемены не заставят себя ждать. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, свою дату рождения и, конечно же, задайте вопрос. Я думаю, все уже настроились, подготовились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. А перемен-то много. Так, ну что, мои хорошие, вас много. Перемен здесь много. Я буду перечислять все, ну а вы уже принимайте на себя. Давайте начнем снизу. Здесь идут какие-то знания, какая-то информация, какие-то сообщения, письма, переписки, документы. Вот прям, да, буквально вот дни, часы, да, вот времени. Летят эти все новости птицей. Причем вот прям вырываются в ваш дом. Как-то прям неожиданно для вас. Вы будете очень шокированы тем, что так события начинают развиваться, так закручиваются без особого вашего участия. То есть то, что хотели, то, о чем мечтали, вы получите. Получите даже не поболее, чем мечтали. Какие-то вещи даже без вас решатся, и это будет благом для вас. Здесь у меня какие-то проблемы. Проблемы связаны либо с работой, либо с работниками. Может быть, вы на работе страдаете от горя начальника, либо у вас есть человечек, который на вас работает. Ну, допустим, ремонт проводит, либо какие-то вот вам оказывает услуги. Вот. И человек очень себя ведет некорректно, задиристо. И вот время тянет, да? Либо не выполняет заказ, либо не выплачивает вам зарплату, либо как не принимает решения по поводу вас и вашего будущего. Смотрите, у этого человека в ближайшие тоже вот, часы, дни, да, произойдет смена характера. То есть, если к вам он относился пренебрежительно, либо игнорил какие-то свои обязанности, полномочия, то начнет к вам по чуть-чуть менять, причем вы будете в шоке. Этому человеку о вас кто-то что-то сказал, либо кто-то из вашего окружения, например, с этим человеком поговорил. И человек, скажем так, да, если это касается работы, то он увидел, что вы очень перспективный сотрудник, что вас терять нельзя. Вот, выплатит, да, например, зарплату, либо повышение вам даст. И если дело касается работника, кто на вас работал, то человек испугается, что вы, например, там, вроде как спокойная женщина, да, а то можете его прогнать и не заплатить, то есть он потеряет свою выгоду. То есть человек начнет более активно выполнять свои обязательства, и как бы опять же часы, дни у вас тут уходят. Так, а здесь два сердечка и треугольник. Значит, мои хорошие, кто у меня в треугольнике, кто страдает, мучается. Тут женщина очень сильно убивается. Она вроде как и душу, и тело, она и все свое время, и она всю свою энергию вкладывает в мужчину. А мужчина не мучит, не телится. Он ее постоянно там за нос водит, говорит там завтра, послезавтра, все уже там решено, я там вещи собираю, прочее. Он как бы обманывает месяцы, годы. Тут какая-то сложная история. Значит, девочки, я вижу, что вы паникуете, я вижу, что у вас какое-то очень эмоциональное такое напряжение идет, да, стресс, истерики могут быть. У вас идет перемена в том, что вы мужчин поменяете. Вы в ближайшие, может быть, неделю, да, 10 дней вы встретите того, кого вы действительно по-настоящему полюбите, и того, кто полюбит вас. У вас какая-то встреча, вот как столкновение идет. Где, не скажу, но вы с этим человеком прям как столкнетесь. Мужчина идет шикарный в вашу жизнь, очень перспективный, свободный, честный, ответственный. Знаете, прям как идеальная картинка. Конечно, идеальных людей не бывает, но ваш вот этот новый мужчина
Он просто хорош, хорош прям. Вот. И у вас с этим человечком вот прям, ну да, ну это судьба, судьба. Вот как-то прям влюбитесь, ну буквально вот с первого взгляда. И человек в вас влюбится. И вот этого своего нытика, да, очень медленного мужчину, вы просто забудете, вот мгновенно, как отрежет. Вот. И когда это все произойдет, ну вы такая счастливая, у вас мужчина классный, шикарный рядом, вот этот нытик ваш, несостоявшийся, да, любовничек, начнет к вам вещи пытаться переносить, а вы его так: иди отсюда, иди там, где был, да, хватит, я и так очень много времени на тебя потратила. Вот смотрите, сейчас страдаете, переживаете, вот буквально, да, там 7-10 дней, и все, вы счастливая, вы цветете, потому что, да, встретили своего человека по судьбе, и, пожалуйста, вот оно счастье, оно есть, и любовь настоящая есть. А то, что было у вас к этому любовнику, это как наваждение, понимаете, наваждение. Задурил вам голову, и все. А вы вот прям страдали, убивались по этому человеку. Вот так у вас идет. Дальше, мои хорошие, здесь мужчина выходит, который чего-то добивается. Мужчина, сейчас я вам просто опишу, да, мне кажется, это чей-то муж, либо чей-то возлюбленный. Мужчина очень много из себя там строил, рассказывал: я такой, я сякой, я сильный, я умный, я красивый, там супер-вупер профессионал. При этом мужчина склонен к паническим атакам. При этом мужчина очень трусливый, боится брать ответственность, боится проиграть, потерять. Кстати, очень такой, знаете, как крохобор, да, называется, да, бережливый. Вот. Ему всегда как либо страшно остаться без копейки, либо он боится этого. Ну, вот как запасы, может, как белка делает. Очень-очень такая спорная личность и весь закомплексованный. Вот он очень долго вам рассказывал, что я там звезда балета, и все должны падать и кланяться мне вниз. И тут, понимаете, реализации у него не было. То есть он не мог себя реализовать. То есть работы у него долго не было, ничего он не делал, ни за что не брался. Ну, как бы ужас какой-то происходил. Вот, вы от этого мужчины явно устали. Но я так понимаю, что все на вас было. Вы и по дому, и на работе, и деньги зарабатывали, и все делали. А он просто сидел на вашей шее. Вот, мужчина вас очень приятно удивит. Здесь мужчина что-то вот либо найдет, работу найдет, да, очень хорошую, либо каким-то делом займется, которое будет приносить деньги и прибыль. То есть вы с этим человечком потихонечку местами поменяетесь. То есть вы пойдете, скажем так, на законный отдых, то есть будете заниматься собой, будете жить в свое удовольствие, не будете пахать как лошадка, а будет теперь пахать он и будет вас обеспечивать. То ли перерос он свои страхи, то ли, может быть, вы его как-то там промотивировали, сказали: зачем ты мне нужен, на себе, таскать на себе, да, тебя. То есть что-то вот случилось с ним. Найдет работу, устроится, начнет работать, и деньги начнут приносить. Нормально все будет. Но для вас, конечно, это будет шок. Шок, потому что вы уже не ждете, вы уже там махнули на него рукой и, как говорится, терпите, да, все эти обстоятельства. Но он вас приятно порадует, это замечательно. Дальше, мои хорошие. Здесь для женщины выходит новый путь. Новый путь. Знаете, возможность какой-то поездки, возможность какого-то путешествия. Может быть, вы хотели, планировали, но что-то отменилось, что-то поменялось, какие-то, может быть, ограничения были введены. А теперь вам предоставится совершенно другое направление, либо какой-то другой маршрут. И вам, как эта поездка, сама в руки идет. Да? Обязательно поезжайте, вы получите просто море удовольствия, какие-то новые невероятные впечатления, ощущения. Вы в той поездке расцветете, либо благодаря той поездке расцветете. И не важно, куда вы будете ехать, важно, что вам нужно немножечко локацию поменять. Так, здесь у меня два человека сойдутся, объединятся. У кого-то отыграется причина: женщина беременная, а у кого-то отыграется страх мужчины, что женщину уведут. Да, может быть, у вас какой-то новый знакомый, приятель появился, может быть, какие-то фоточки вы недавно запостили. А здесь вот прям мужчина спешит, понимаете, спешит, бежит и говорит: ну все, уведут, заберут, боже мой. Либо если ребеночек, да, если вы забеременели, то мужчина, вот знаете, вот прям как проявит
проявит вот это джентльменство, или как это правильно называется, желание, да, у него такое острое желание, да, я хочу ребенка. Для него это как будет знак свыше, что вы должны быть вместе. Может, что-то смущало, может быть, он как не мог отказаться от своей холостой жизни, да, а тут как мотивация пойдет. Очень классно, кстати. Вы сойдетесь, у вас такая хорошая дорога совместная идет. Дальше, мои милые. Здесь у кого-то из вас решится вопрос, связанный с деньгами, с материальным. Деньги придут, причем придут дважды. И придут дважды вот в моменты, когда вы совсем не ждете. Одни деньги по обязательству вам идут, ну вот как обязательство есть, да, что вам вот присудили, либо вам положено, вы получаете. А второй идет от людей, которые к вам хорошо относятся. Дважды приходят деньги. И еще хочу сказать, вот для девочек, у кого есть детки, и мужчина, папа этих деток благополучно где-то пропал, исчез и заблудился, да, вышел из дома, заблудился, не дошел. То есть не интересовался детьми, не помогал, никак не участвовал в жизни детей. Вот, папа появится, может быть, не лично появится, но деньги пойдут на содержание детей, помощь пойдет, да, и вам вот гораздо станет легче. Мало того, у вас еще и как появится возможность даже что-то подсобирать, да. То есть как совесть заиграет. Ну, я не могу сказать, что повлияет. И я вижу, что человек дает детям, на детей дает. Вот, это очень замечательно. Дальше, мои хорошие. Здесь у меня какой-то спор. Люди что-то прям как бодаются, ругаются. И какой-то спор затяжной, долго ругаются. И, знаете, постоянно как будто бы вот перевес идет, да, то в вашу сторону, то в сторону вашего оппонента. Никак вот сбалансироваться не получается, чтобы там, например, помириться, либо уже кто-то там определился как виновный, да, и все об этом забыли. Долгоиграющий спор. Вот этот спор решится благодаря ситуации, где вам нужно будет объединить усилия и над чем-то поработать. То есть идет ситуация, которая затронет и вас, и вашего оппонента. И у вас просто не будет других вариантов, вот как объединиться и вместе что-то решать. И вы решите. Решите, поймете, какие вы были дурачки, зачем ругались. Ведь когда вы вместе там объединяете усилия, работаете сообща, это же очень замечательно. Можно очень много всего сделать, порешать. И у вас такой хороший тандем, вы так идеально друг друга дополните. Вот. Возможно, даже какое-то решение будет принято по поводу совместной будущей деятельности. Это очень, кстати, вот знаете, как не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот и у вас такая ситуация происходит. Так, а здесь какой-то женщине идет облегчение. Смотрите, я так скажу, либо это свекровь, либо это бабушка, либо может быть сестра, либо какая-то назойливая бывшая. То есть женщина постоянно лезла в вашу семью, беспокоила, такая вот, знаете, бесцеремонная. Ну, вот как с чем сравнить, да, с медведем, да, вот прям лезет напролом и все. Вот ей в лоб уже говоришь, ну куда ты лезешь, зачем ты это делаешь? И все равно непробиваемая. Вот у этой женщины с вами развилка происходит. То есть вы идете одной дорогой со своим любимым человеком, семьей, а она идет совершенно в противоположную сторону. То есть вот неожиданно, но очень желанно эта женщина покидает ваше жизненное пространство. По какой причине, я не скажу, но то, что заканчиваются ваши муки, заканчиваются ваши вот эти нервные переживания, стрессы, это будет. Немножко попозже, конечно, событие произойдет, но тем не менее, оно очень приятное для вас идет. Это даже, знаете, как... Это даже не перемена, это какое-то исполнение вашего заветного желания, чтобы вас, вашу семью оставили наконец-таки в покое. Вот что произойдет. Так, мои хорошие, ну вот какая-то новая деятельность на горизонте. Это не похоже на работу, это похоже на реализацию себя. Да, своих каких-то талантов, своих каких-то желаний. Многие из вас чем-то увлекаются, да, чем-то занимаются. Вы сможете это как продавать, что ли, да?
вот ваше увлечение, ваше хобби станет приносить вам копеечку. И копеечка будет прирастать. Да, это, кстати, очень интересно. Смотрите, вы этим занимаетесь для себя и параллельно, допустим, работаете, либо вы на пенсии находитесь. Проходит какое-то время, вы начинаете монетизировать свою работу, да, какие-то денежки начинают приходить. Проходит еще время, вот эта ваша монетизация, она уже больше похожа на бизнес. То есть как-то вы себя очень круто реализуете вот через свой талант, либо через свои какие-то интересы. Да, вот то, что вам приятно, в этом вы себя реализуете. Так, здесь у меня две подруги. Две подруги что-то хотят делать. Это именно две женщины. Может быть, какое-то дело свое, может быть, какой-то у вас проект. Может быть, вы уже подготавливаете что-то. Смотрите, девочки, ну нормально получится, но вам нужен еще третий человек. Третий. Вам третьего нужно искать. И этот третий, он найдет вас сам. Вот так даже идет. Или придет к вам сам. Это, кстати, может быть даже мужчина. Либо женщина с мужским характером. Вот. Вдвоем, ну да, вы молодцы, вы классную идею придумали, но чтобы это все реализовать, нужен еще один человек. Вот этот человечек, он обязательно встретится. Так, кто-то у меня флаг победы будет поднимать. Какая-то очень громкая победа, ваше личное достижение. Причем это достижение с вами разделят все те, кто вас любят. То есть члены вашей семьи. Но кому-то вы утрете нос. Вот, интересно. И знаете что? Вот вас никто как будто бы не верит. Да вы и сами, наверное, в себя не верите. Но вам с флагом идти и вот гордо им махать, что смотрите, я победила. Вот, пожалуйста. Кстати, будет очень четко вот линия проведена между теми, кто вас действительно любит, вас, скажем так, поддержит, похвалит, восхитится вами, и теми, кто все равно, знаете, даже несмотря на, скажем так, праздничность события, начнет немножко критиковать, да, покусывать вас будет. Вот сразу будете понимать, кто ваши люди, а кто, пожалуйста, выйди вон. Вот такую вам даже подсказку высшие силы дадут. Так, мои хорошие. Ну и еще одно событие, которое мне очень нравится. Я понимаю, что какое-то ваше желание исполнится. Здесь покровительство человека идет, помощь, покровительство, заступничество. Человек высоко стоит, занимает какую-то очень важную позицию, должность очень важную занимает. Вот, и человек вам проявит самые лучшие качества, да, то есть доброта, поддержка, помощь, милосердие, возможно, да, кому это необходимо, да, если мы говорим, например, о врачах, например, да, то есть человек, вот какой-то недосягаемый, а он к вам повернется, еще руку протянет. Вот. И я вижу, что вы очень нуждаетесь в этом, очень нуждаетесь. Возможно, вы просите высшие силы, чтобы нашелся такой добрый человек, кто бы вам помог. Он обязательно найдется и вам поможет. Так, и еще вот про любовь хочу сказать, потому что у меня тут два человека гнездо строят. Гнездо. Знаете, это, возможно, предложение руки и сердца. Возможно, это действительно приобретение жилплощади, либо вы вместе съедетесь и начнете вот обустраивать ваше гнездышко. Очень приятно, особенно если люди были на большом расстоянии друг от друга. И ваша, например, встреча, либо ваш брак, либо совместное проживание казалось невозможным. А тут, пожалуйста, здесь, знаете, вот как кто-то исполнит эту мечту, либо ваше желание, может быть, какая-то добрая фея, либо кто-то выступит спонсором, да, на то, чтобы вы смогли вместе вот находиться. Но вот, не знаю, мне почему-то женская фигурка идет, не молодая женщина, которая может помочь в этом. И она поможет. Может быть, билеты купит, может быть, там, не знаю, предоставит вам жилплощадь. Либо, знаете, как благословение свое даст на то, чтобы люди заключили союз. Это очень замечательно. То есть люди объединились и любят друг друга, строят свое собственное гнездышко, теплое и прекрасное. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.